Алатай Хафтедин Эхиррай, муниципальный район Дин Нариман Абдулмуталибов, Махачкалада Ятанва, Дагустан Республика Дин Хюри Майшат Дин Ва, Шерсеттин министр Дин Садла заместитель, Адильхан Ганакаев, в Дагустан Республика Дин Мин Миллиовод Хоздин директор, Залкип Курбанов Николас, Стальские сады, инвестиционная площадка Далхана. Винистал Ринкрих Галай и Багларис Физвай, делегация Дех, Мин Миллиовод Хоздин, директор, Дин заместитель, Бегиш Чаниева, район администрации Калини Садла заместитель Лацис Аруджева, в районе администрации в массовой информационной Тахатрин Жавабдар, работник Арни Галай. Старские сады, им республика видела Зурба проекте. И проект инвесторный, ихтиера Сергат Ламишновай, Паласа общества. Адан проект инсмет один химет, самилиар манатилай артохия. Хеле Куягзурни цепут, Куягзурни цуадла и сара, винисталрин дугун участок-то, вишни вот гектар да и мишин бах кутунай. Ада кайне, цуад гектарде суперинтенсивный технологии рин бах тешкилзава. Гюринлай, Куягзурни цоргут, Куягзурни царидла и сара, Паласа участок-то, Яхзурни цуад гектар да и черин интенсивный бах кутуна. Мухмон дизатанва делегация, Квалах тешкилновай халдик, ва ана замечу газва и санлих галас мухувай танишхана. Это регулируется, да, или как? Мы знаем, там потребность. А вы знаете, или это технологически? Там внизу компьютер был. Это наука. Можно автоматизировать, датчики ставят в почву, как только дефицит влаги, срабатывает компьютер, подает. А здесь так предусмотрено? Здесь нет пока, здесь сделано, да? Сделано. Да, да. Ну, внизу 15 гектаров там есть. Да, да. Мы это видели. Там ничего трогать. А вы идем по поколениям. Это какое поколение считаете? Не все поколения. Это последнее. Да, ноу-хау. Это последнее. Да. Когда мы покупали, это трехгодичное. Они 2 года выращивают саженцы, продают подороже. Но есть вариант, когда они годичные продают, но в 2 раза практически дешевле. Но их приходится нам здесь доращивать. А эти вот саженцы, которые 2-годичные, в прошлом году весной мы посадили и урожай дали. Мы даже сорвали с них яблоки, оставили. Там по 20, по 30 яблок было. Да, во время Около формировки. 20, да. Потом мы сорвали, оставили по 2-3 штуки, чтобы... Ну, это не нагрузка Особенности для сорт. этих саженцев. А если больше оставить, это нагрузка, он плохо будет развиваться, само дерево. Вот поэтому эту технологию они контролируют, у кого мы брали саженцы. Давайте вот так, как бы вот человек объяснит, как бы обрезка как называется. И дальше у нас процесс такой, мы обязательно должны их Подвязывать. А вот Горизонтально. эти тоже, как Ну виноград, да, что ли? да. Да. Грубо говоря. Тяжелые. Когда ветки наклоняются, идет вопрос не в закладка этом. цветочных Формирование. цветочных почек где-то под углом 45 градусов. Необходимо, чтобы вот это основание было ниже на 5 сантиметров кончика роста. Все, процесс изложенный, это формировка веретено называется. И веретено в конечном итоге она будет представлять как такую пушистую елку такую наподобие будет. Высота ее 3-3,5 метра высота должна. Первый ярус, основные скелетные ветви находятся. На высоте потом 1,5 метра находятся обрастающие ветки и мелкие плодовые веточки наверху находятся. Зачем вот это оставляется? Это оставляется для того, чтобы лидеру дать возможность идти в рост. Мы приостанавливаем, когда толщина их должна 2 раза, эта веточка должна быть тоньше лидера. Только в таком случае она начинает работать, вверх идет. Если будет наоборот процесс, то она рост не возьмет вверх. В конечном итоге мы урожай потеряем. Да? Поэтому косой сучок называется. Пока с этой кочки побег выйдет рост, а лидер начнет вверх идти. Затем, через 4-5 лет, когда отплодоносились веточки, они переводятся на косой сучок. Пока отсюда выйдет молодой побег, эта отплодоносившая веточка уже выкидывается. На его место появляются вот отсюда молодые побеги. И этот процесс периодично повторяется. И ежегодно систематически урожай тоже есть. Штамм 40 сантиметров. Мы вот эти молодые, то, что есть, вот поставили 70 сантиметров. Штамм должен быть в пределах 50-70 сантиметров. На высоте 40-50 сантиметров оставляется оголенность, для того, чтобы химические прополки можно провести, чтобы этот гербициды не задевали. Вот. А здесь оставляются соответствующие веточки, таким образом он плодоносит Наша ежегодно. задача у него растут там 7-8 веточек. Их они обрезают вот, и обратно
ты обещаешь, что сегодня, завтра край, вода будет. Вода здесь, подана правильно? уже, подана. Все подано, контролируй доставку. По факту поступления Большая, скажи. большая просьба, не только сегодня-завтра. Я понял. Во время сезона у нас проблем не было. Без воды... Такая красота из-за проблем, У вас в из-за воды районе проблем не немного должно быть. таких площадок и немного таких проектов. Если мы будем такие проекты не поддерживать, это будет очень неправильно. И я думаю, и не поймет и руководство района, поэтому нельзя это. Салам алейкум. Салам алейкум. Кулаклу. Аллах тебе берег таргура. Амин Аллах. Муман аркабулзман. Давайте, каждый по одному штуку. Бисмилlah. Allah Аллахой. Метковать. Да, да. Давай я помогу. Мы, конечно, желаем, чтобы хороший урожай был, чтобы труд людей не просто так, а чтобы была прибыль, радость, экономика, чтобы была высокая. Жалкий Панович, как с водой будет дело? Водой мы постараемся обеспечить. Надеюсь, никаких проблем не будет с водом нашего Кировского канала эксплуатации. Ребята будут получать воду. Наши деды в то время здесь занимались именно традиционными садами яблок. Поэтому это более такое подходящее место для посадки и выращивания. Уже, получается, вы первый урожай собрали? Собрали. В году, да? Как 23 тонны собрали в прошлом году. Дело в том, что полная фаза плодоношения, вегетативный сад входит на 4-5 год. Вот, у нас в планах сейчас строительство на 10 тысяч тонн холодильной установки поэтапно. Это будет 4 этапа по 2,5 тысячи. Естественно, будем, есть у нас уже договоренности с нашими крупными сетевиками, будем поставлять наши яблоки в эти сети. Где? В России. Какие центральные? Да? Москва, Питер, Ростов, да, везде у нас абсолютно со всеми уже есть. Ну, вот вы уже здесь посадили, вы говорите, это только 10%, да? Сколько всего собираетесь? Нет, да. У нас сейчас дальше, вот, мы уже заключили договор на поставки посадочного материала на осень, на 100 гектаров. Это чисто яблоки. Яблонные сады мы хотим довести до 300 гектаров. Дальше у нас проект, мы хотим 200-300 гектаров фундук посадить. Вот с итальянцем есть такая фирма Занзи, братьев Занзи. У нас уже тоже с ними договоренность на поставки. Вот. И яблоки мы хотим довести до 500 гектаров. Я поняла. У вас весь посадочный материал из Италии, да? Нет, у нас Италия и Сербия. Как вообще оцениваете сам посадочный материал? Нормально, потому что мы до этого, естественно... Вы уже посадили, уже даже первый урожай собрали. То, что посадили, я лично посещал и Сербию, и Италию тоже. И всю, как говорится, подноготную изучал. Вот, вплоть до того, что где они берут маточник, в смысле, из чего она делается. Вот. И мы пришли к тому... Ожидаемая урожайность вообще подтвердилась? С одного гектара вот Сербия получает 80 тонн. Они меня спрашивают, вы, говорите, знаете, говорит, российский сет пятерочки. Я говорю, так-то, естественно, я понимаю, знаю. Вот, они, там 116 гектаров сад яблок, они вот это все, если, говорит, у нас 2 раза больше, говорит, было бы урожая, они готовы, говорит, это тоже забрать. В общем, по поводу, вы считаете, что проблем с реализацией у вас тоже нет? Никаких нет. Никаких нет. Адилхан Ярашевич, вы очередной раз убедились, что как в районе уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства, в частности садоводства, и эти площадя из года в год увеличиваются. В мире известно, что сельское хозяйство всегда нуждается в государственной поддержке. Что ожидать нашим сельхозтоваропроизводителям в этом году?
Ну, вы правильно сказали, Сулейман-Тальский район, он славится своими, значит, садами, более 3000 гектаров у вас сады. Государство всегда уделяло и будет уделять внимание этому. Вот, например, и прошлые годы уделялись, и в этом году запланирована, значит, государственная поддержка и традиционным садам, и инвестиционным, и интенсивным садам, и суперинтенсивным, где мы находимся. Например, традиционные сады, они могут претендовать на гектар 70 тысяч рублей. Интенсивные сады 250 тысяч рублей. А суперинтенсивные уже государство дает 700 тысяч рублей. То есть есть перспектива, перспектива для того, чтобы заниматься этим вопросом. Вы знаете, значит, в стране есть нехватка, значит, яблочного пюре, вот если говорить о садоводстве. Вот. И создание и расширение площадей, садоводческих площадей в этом районе позволит вам и рабочие места. То есть государство все эти государственную поддержку дает для того, чтобы люди были заняты, людям была работа, чтобы люди могли зарабатывать деньги и нормально жить. В этом плане, значит, государственная поддержка в плане садоводчества однозначно будет. Кроме садоводства, государство сегодня предусматривает государственную поддержку и в области растениеводства. Есть грантовые поддержки, которые называются, значит, начинающим фермерам. Есть семейная поддержка, которая называется, значит, тоже животноводческая, значит, поддержка семейных фермеров. То есть государство со всех сторон поддерживает. Вот сегодня, кроме того, как мы, значит, предоставляем государственную поддержку на 1 гектар 700 тысяч рублей суперинтенсивному саду, кроме того, государство еще предоставляет деньги на установление капельного орошения. То есть это все позволяет добиваться больших результатов и большой процент валовой продукции. Перед вами саженец, 3-й год посадки, сорт Галла. Так, формировка веретено. Также его называют, разные названия дают, но самый популярный на семечковых культурах это веретено формировка. Вот. Суть этой формировки заключается в том, что на высоте 70 сантиметров посаженный саженец отрезается, удаляется лишнее, и идут скелетные ветки. На высоте 40 сантиметров от штамба удаляются все прикорневые поросли, что здесь находится. Первый ярус, тут немного с формировкой у нас запущен этот момент, необходимо заложить теперь ярусы, веточки. Вот. И основной принцип этой формировки заключается в том, что высота дается 3-3,5 метра в росте. Затем необходимо соблюдать, чтобы лидер все время был толще боковых веточек. В том случае, когда боковые веточки полускелетные начинают по толщине обгонять лидера, производят срез на косой сучок, называется. Убирает таким образом, чтобы приостановить рост, толщину, и тем самым пластические вещества направляем лидер в сторону лидера, лидер продолжает свою толщину. Все веточки, имеющие двойники, такие удаляются. Двойники с одной точки, которые растут. В данном случае, чтобы в сторону ряда идут, тоже можно удалить его. Можно. Здесь таких больше для удаления не подлежит. Но ежегодно молодой прирост, который имеется, его необходимо укорачивать на 1/3 часть. Тем самым мы приостанавливаем рост высоты немножко, чтобы боковые ветки появились. Но здесь особо такого роста нету садится. Вот таким образом оставляем. И поломанные, больные такие. И в дальнейшем, чтобы эти веточки у нас заложились в цветочные почки, мы будем их подвязывать в горизонтальном положении под углом 45-60 градусов. Для этого, чтобы правильно подвязать, не появились на оставленной веточке волчки, необходимо, чтобы эта часть, основание, находилась на 5-10 сантиметров ниже конца веточки. Вот таким образом она будет подвязана веточкой. Здесь появятся у нас плодовые почки, годятся и будет урожай на них. Все, что вы сейчас вот здесь видите, необходимо, конечно, здесь не совсем такой характерный для этого формировки ситуация. Потому что вот на этой высоте можно произвести так называемая кербовка, называется. Если мы произведем небольшой надрез над почкой, то почка пробудится и даст веточку. Вот пилочкой, если здесь провести до камбиального слоя, его так называемого,
то отсюда с этой почки ветка сюда пробудится. В любом направлении, какому вы хотите создать, вы можете так и на черешне, на семечковых пробудить почку в вам нужное направление. Эти приемы, конечно, трудоемкие, но использовать их от них вреда нету. Потому что в нужном ярусе будет необходимое количество веток. В первом ярусе их должно быть около 5-6 скелетных веток. Затем идут обрастающие веточки, и наверху будут плодовые мелкие веточки. Общий максимальный рост, который продается веретену, это 3-3,5 метра. На этом рост приостанавливается дерево. И ежегодно удаляются многолетние отплодоносившиеся веточки, которые отплодоносили 5 лет. На место них мы обрезкой осуществляем, обрезкой молодые ветки, побеги образуются. А вот эти старые плодоносители убираем на косой сучок. И цикл продолжается, через каждые 5 новые плодов, веточки появляются, старые удаляем. Вот этот принцип обрезки. Вот соотношение вот этого лидера с этим постоянно приходится соблюдать, чтобы он держался вертикально. И идеальный вертикально должно быть само дерево. Вертикально должно быть, потому что корневая система у них не особо мощная. И состояние вертикальное, что продерживается, при наклоне он может с плодами свалиться может. Вот такой. Если какие вопросы, пожалуйста, я слушаю. И капельное нарушение, Капельное орошение очень хорошее в этом случае, потому что вместе с капельным орошением мы можем внести в почву необходимые микроэлементы, можем вести борьбу с какими-либо грибковыми заболеваниями, которые основываются в почве, так и в вертицеллезном видании есть, ВИЛК называется. Внести вот этот привокур энергии, такие препараты есть, можем добавить, да, она будет в корне грибов бороться можно с ними. Это преимущество. Капельное орошение само по себе и удобно, и экономично во всех параметрах. То, что растению нужно, мы можем своевременно внести какие-либо необходимые микроэлементы. Регулируем сами всю жизненную деятельность растения, мы можем регулировать. И кроме того, вопросы эрозии почвы, засоленности, все это приостанавливается. Это очень эффективное и удобное производство. Вы где обучались этому? Я окончил институт факультет плодоводчества и виноградарства. Да. Мы в институте проходили, тогда такой развития интенсивного садоводства не было. А вот сегодня у вас есть ученики? Ну вот мы сейчас вот рабочих показываем, как бы учим их. Вот вы пользуетесь одновременно, значит, знаниями и профессионализмом зарубежных специалистов, так же, да? Да, литература. Вот как мне сказал генеральный директор, здесь из Италии, и Сербии были. У них учимся, что вот обмен опытом как у вас происходит? Есть, приезжают, мы задаем вопросы, интересуемся, как бы небольшие семинары, так в этом бывает. И в районе организуются конкурс обрезчиков и так далее, вот такие моменты. Все, что можно, и в интернете, и в литературе охватываем, интересуемся, едем. Вот я в районе, мне очень понравилось, Нариман Шамсудинович, вот это ваше семинарское совещание, она необходима, конечно. Именно вот такие люди, как вот такие специалисты должны участвовать в этом. И у вас должны быть ученики. У нас в районе сейчас идет процесс возрождения всего этого. У нас когда-то это было. Но мы должны понимать одну простую вещь. Без науки ничего не бывает. Да. Без науки это все будет стоять. Нынешнее сельское хозяйство уже совсем другое, на совсем другом уровне. Технология, производство, сорта, все это. Поэтому знание как оружие. Это фильтра, самоочищающие. Уже очищенная. Она, вот она отсюда подается. Вот насосом качает. Это сюда идет вода сама. Да, она самотеком сюда идет. Мы после сезона, естественно, все это очищаем, как положено, открывается. Вот насос, да, и потом она сама дальше качает. Вот 5 этих фильтров самоочищающих. Когда забивается, вот есть специально эти, как бы, здесь песок внутри. Песчаный. Да. И то, что ребята нам объясняли, вот это, да? вот эта емкость, да, маточник. Ну, то, что ты Здесь она закрывается, обычно вода потом отсюда поступает дальше. все, что хочешь ты подпитать вот отсюда. Да.
Инвесторды Радал Гизвай Зурба проектин Багда Хаидала Гюринис, руководитель Десте районда Редхузвай, дигидацерин объектор Нихана. Два не будет, полтора. Потому что это тоже вот тоже. Все, кто приходит, об этом говорят. Неужели вода поднимется? Неужели вода поднимется? Будем снимать гибал. Мы сейчас не делали, входы, выходы не делали. Это, во-первых, получается скотина, куда можно переходить. По расходу, они там где больше 150, 200 литров бывает, один раз 100 литров такая, поэтому... Это по дороге сейчас. Ущелье, все здесь будет. Таких ущелок много. Общий объем бетона у нас по всему объекту. Это по этим позициям. Километр у нас залито, 700 метров по бокам. Безопасность. Вот это местами есть, на самом деле, акселерует. Даже несмотря на погодные условия, где-то 3 километра они за это время сделали, устроили эту канаву. Думаю, если не подведут погодные условия, не подведут, потому что уже весна, лето, в июле месяце объект будет сдан. Практически водой будут обеспечены жители, к осени уже будут обеспечены жители Корчагской долины. Ну и вдоль пролегающих сел. Ну, во-первых, все эти села, которые проходят вдоль канала, которые расположены вдоль канала, они будут обеспечены поливной водой. Этого не было. Во-вторых, самое главное, багарные земли, свыше 2000 гектаров земли, в частности 2500 гектаров земли, будут переведены в категорию орошаемых. То есть 2500 гектаров земли, помимо орошаемых, дополнительно будут орошены посредством этого канала. Корчагской долине. Это, естественно, развитие виноградарства, развитие садоводства. Это толчок, мощный стимул для развития АПК района. Какие села очень это почувствуют? Почувствуют 4 села Корчагской долины, 5000 населения. Почувствуют Куркент, почувствуют Юхаристал, почувствуют Артастал, почувствуют Сардаркент, Алкадар, Саидкент. Ну, все села, которые расположены на территории этого канала, вдоль канала и Корчагская долина. Вот именно тот проект, где мы побывали сегодня, вот этот проект «Миллиардник» интенсивного садоводства, вода подается с этого канала. Самое главное, вода подается самотечным способом. Раньше работали насосы. Это ежегодно где-то около 1 000 000 рублей приходилось оплачивать за электроэнергию. Экономия ежегодно 1 000 000 рублей. Но реально это мечта наших дедов. 50-60 лет деды наши мечтали об этом канале. Они ручную рыли этот канал, но не смогли довести до конца. И вот она осуществляется, мечта наших дедов.
Мы сегодня находимся на канале Сардаркентский распределитель Кировской растительной системы, который планируем с вводом в эксплуатацию подачу воды на Карчевскую долину, и где подвешена площадь, вернее, где будет введено в категорию мелиорируемых земель около более 2500 гектаров. Мы сегодня посмотрели те уже проекты, которые реализуются на этой площадке, и думаю, это дает нам надежду, что будет востребована и вода наша, и более того будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов. Говоря о канале, канал проходит протяженностью 7,5 километров, полностью идет практически, исключая там 350 метров концевой части, будет в земляном русле, а так бетонной облицовки, вот то, что мы сегодня видим, да, и мощность канала проектная 2,5 кубометров в секунду угловой расход, и это обеспечивает практически без ни одного водовыпуска на всем трассе канала и без расходов. Будет единственное там испарение, фильтрации практически не будет, поэтому мы с без потерь будем доставлять воду на такое расстояние. И более того, этот проект нам дает уйти от принудительной подачи воды в эту зону, что было затратной и проблемной темой для нас, потому что не хватало, как всегда, средств на электроэнергию, не хватало на ремонт насосно-силового оборудования, поэтому это вот этим и он ценен для нас этот проект. Конечно, проект и долгожданный для Солидарно-Монастырского района. На самом деле большие надежды и у администрации района есть, и у жителей района, потому что, как я уже сказал, здесь реализуются, уже начали реализовываться крупные проекты, и это тоже нас радует. Когда видим результат своего труда, нас очень сильно это радует, и мы стараемся еще больше сделать. Здесь, получается, был вручную вскопанный, да? Тут практически не было канала. Это, можно сказать, начатый объект, вернее, я, как уже сказал, Сардаркентский распределитель Кировской растительной системы. Кировская растительная система у нас чуть ниже находится, канал, сам магистральный канал Кировский. Да, это идет уже, исключая все, вот, как я уже сказал, насосную станцию, да, самотечным методом идет вода в Карчевскую долину. Как мы уходили, изучали историю этих территорий, да, на самом деле засушливые территории, и, как мне говорят, это мечта наших дедов, да, нам приятно, что мы в какой-то форме соприкоснулись к решению этой проблемы и дали возможность реализовать этот проект. Винмелиот хоз, мечты сбываются. Ты сейчас новые лозунги придумаешь. По поводу того, что, как сложно будет теперь этот объект эксплуатировать вообще. Получается, здесь река особо, из реки же будет вода подаваться, Да, из она реки не мутная будет вообще. вода. Она пока доходит до точки водозабора в этот канал, она практически чистая становится, можем сказать, там, потому что начальная головной части канала она уже протекает, и как-то те уже крупные иловые осадки, которые они оседают, там, и здесь по нашим расчетам в ближайшие 5-7 лет тут практически не нужно никаких работ проводить. В бетонном русле. Единственная проблема будет, наверное, если водоросли будут, жаркое время года, теплое время года, здесь может такая проблема быть. Первые несколько лет, я думаю, этой проблемы здесь не будет. А так срок эксплуатации объекта? 50 лет. 50 лет срок эксплуатации объекта, и надеемся, что мы без аварий, без никаких проблем будем подавать воду в эту зону. Мукулай таниш хайдалай гюрюниз, эсигунардай буру извайк Аллахтилай, ва Адан Еридилай, Залкип Курбанова, ва Нариман Абдулмуталибова, Чпин Разивал Калурна. Thank you.